Ребята, всем привет! Конец марта, остались вообще считанные денечки, и уже будет апрель. Но зима не сдается. За последние 2 дня выпало просто колоссально снега. Даже вот буранки, которые мои здесь накатаны возле дома, их просто не видно. Но один плюс, засыпало дороги, которые уже вскрылись. И есть дорога на дальняк, есть дороги на дальние рыбалки. Это очень хорошо. Сегодня деревня, ребята, вечер. Топим баню. Сегодня у нас выходной, грубо говоря, банно-винный день. И пришла буквально посылочка на днях, долгожданная, которую заказал вот именно не только для себя, но и для своих хозяек. В целом мне, ребят, очень сильно повезло. У меня мама очень шикарно готовит. И супругой, соответственно, мне повезло не меньше, так как Лариса Юрьевна меня угощает постоянно всякими вкусняшками. В общем, ребят, с женским коллективом мне очень повезло. И я молю Богу, чтобы моя дочь взяла вот эту начинку и также умела готовить вкусно, быстро. И вот именно собрать классное блюдо с ничего. Тяжелые времена, ребята. В данной позиции все знают, что цены взлетели, гречка, сахар там стоят уже бешеных денег. И в деревне, соответственно, когда сажаем все свое, это очень много выручает. И, допустим, какие-то овощи, фрукты хотел сказать, там картошка, ребят, своя. И это, конечно, большой плюс, так как не надо покупать, а это свое, это ты сам посадил, сам, допустим, вырастил и приготовил. Соответственно, также и по рыбе, ребят. Многие пишут: Андрюх, что делаете с рыбой? Все равно какие-то уловы происходят. По рыбалке ты очень часто. И что как готовите? В общем, ребята, рыбу мы, естественно, готовим. Мы ее кушаем. Неважно, жарим, делаем какой-то суп, замораживаем. В общем, коптим. Ну, рыба, ребята, у нас идет в рационе, это 100%. Ну, охота кушать свежую рыбу, ребята. И многие друзья пишут: Андрюх, поделись рыбкой, так как приехал с рыбалки. Ну, свежая рыба, она разлетается махом, а чтобы ее сохранить как-то, ну, допустим, заморозить, уже что-то не то. В общем, ребят, приобретена крутая штука, чтобы именно обрабатывать продукты. Неважно, это мясо или рыба, и чтобы это было в сохране на долгое время. И тех же друзей я мог бы угостить, допустим, месячным налимом, который пойман, и угостить человека. В общем, ребят, посылочка. Давайте пройдем, кое-что вам покажу, распакуем вместе. В общем, погнали. Ну что, друзья, в общем, вот эта коробочка, это автоклав Fancel Mini. Давно, ребята, я хотел вот именно взять не для себя, а для своих хозяек. Дочь, поздоровайся, кстати. Чтобы вот именно обрабатывалась наша рыбка. Не в моем присутствии, так скажем, а научить маму и супругу. И они спокойно готовили тушенки, каши. В общем, свой продукт, ребята, был в домашних условиях. Доченька, давай я открою. И мы посмотрим. Немножко, ребят, пока раскрываю, немножко про аппарат. Это настоящий высококачественный кухонный инвентарь, так скажем. Так как сделан из высоких технологий, из хорошего качественного металла. Fancel Mini. Почему мини, ребята? Ну, мини говорит о том, что он маленький. Почему, ребята, маленький? Потому что я смотрел обзоры и смотрел различные автоклавы. Есть, которые там на 20 банок, на 30 банок, но они слишком очень громадные. Ну, а здесь в целом он и на кухне много места не займет. Ну и большой плюс, ребята, то, что мама, допустим, спокойно может затарить весь автоклав, залить водой и спокойно поднять на газовую плиту, так как автоклавы, ребята, они сами по себе тяжелые. Ну и в общем, вот
Вот такая, ребята, игрушка. Вот такой у нас аппаратик. Вот такой, ребят, аппарат. Сегодня просто распакуем, посмотрим. Автоклав, ребята, вмещает в себе 10 полулитровых банок. И вполне хороший объем. Ну, вот достаю всякие принадлежности. Так, гаечки, шмаечки. В общем, ребята, вот наш автоклав. Повторяюсь, на 10 полулитровых банок. Это вполне прям хороший объем. Ну, здесь идет, ребята, большой плюс. Видел автоклавы, которые используют именно кассетами. Ставишь кассету, ну вот грубо вот такая, да. И мы заряжаем банки, закручивается ряд и, соответственно, заряжается вторая партия. Здесь этого не надо. Здесь мы вставляем дно, грубо говоря, ложим 5 банок и плюс какое-то, что мы можем размещать различной высоты банку. Я имею в виду такую или такую, разницы нету. Это, конечно, большой плюс. Не надо вот это выдумывать, искать ровные баночки одного калибра. Здесь все очень просто. Автоклав используется на воде, естественно. Ну, все это работает как скороварочка именно под эффектом пара. Еще одни плюсы этого автоклава. Здесь, ребят, можно готовить даже одну банку. Вне зависимости, вот у тебя есть, допустим, 5 банок рыбы, допустим, да, и у нас больше нет там продукта, и в целом как будто бы мы не можем использовать. Все, ребята, очень просто. 3-4 банки вполне достаточно этот автоклав будет делать. Это очень-очень круто. Вот, тут даже есть книжка рецептов. Ну и вся вот это руководство по эксплуатации, ребята. Автоклав очень герметичен, соответственно, закрывается очень плотно. Ручки из, я уже забыл, ребята, из терпкого, в общем, пластика, который не обжигает. Не надо использовать какие-то перчатки, полотенца. Можно спокойно его достать, поставить. Также есть все показатели, термометры. В общем, вот такая штука, ребята. Очень крутая и очень давно желаемая в нашу семью, так как вот именно хочу радовать друзей, гостей, допустим, рыбкой своего посола, так скажем. Отличная штука, отличное решение. Вообще в целом подходит именно для квартиры. Он не особо большой, и этот автоклав, ну, со всеми плитами работает. Я имею в виду электрическая, газовая, там, керамическая. Без проблем, ребята. В общем, вот небольшая распаковочка. Так наглядно, что я могу о нем рассказать. Ну, в целом, гарантии хорошие, люди хвалят. И вот мы взяли именно для себя тоже такую штучку. В общем, 2 поддона. Это нижняя, так получается. Поставили 5 баночек сверху. 5 баночек. Залили все полностью водой. И все, понеслась душа в рай. Это тушенка, ребята. Это каша с рыбой, с мясом. Это, блин, ну это вообще замечательно. Выставили их на полочку. И в походик взяли 1-2 баночки разогретой каши. Соответственно, можно экспериментировать. Есть различные рецепты, которые здесь можно именно сделать. Это консервы, мясные консервы, консервы из мяса птицы. Я имею в виду, вот охотникам это тоже будет классно. Консервы из рыбы, овощные консервы, грибы, ребята. Это все вот именно, что у нас в деревне добывается, как и охотники, как и рыбаки. Да и в общем, что вырастим, приготовили, законсервировали, и все отлично. В общем, такая штука, ребята. В дальнейшем мы сделаем первый, наверное, заход, так скажем, приготовим что-нибудь различное, вот именно разморозим какую-нибудь рыбку пойманную, сделаем мясные консервы, рыбные, ну и что-нибудь, какие-нибудь каши
овощные. В общем, ребята, вот такая штучка. Ну что, дочь, как тебе? Скажи, я не понимаю, да, что такое? Ну, в общем, дочь, будем готовить. Будем учить маму, будем учить бабушку. И будем готовить продукты из того, что добыли, вырастили. И будем классно кушать. Отлично. Ну, вот такой небольшой обзорчик, ребят, распаковочка. Вот буквально забрали мы с почты, так скажем. И вот только недавно принесли и сразу с корабля на бал. Решил показать вам, поделиться своей покупкой. Потому что тема реально давно уже желаемая. И я думаю, она будет радовать не только меня и моих друзей, которых буду угощать пойманной рыбой. Соответственно, скоро попробуем его запустить в первый раз и приготовить вот именно различных разделов. Там, кашку. Я уже многих смотрел, что многие хвалят. И вот, наконец-то, ребят, в нашей семье для моих хозяек приобретена вот такая штука. В общем, все, ребята, будем собираться. Живец пойман. Будем потихоньку готовиться. Скоро выход. Ну а вам, ребята, здоровья, счастья. И готовьте, ребята, сами из хороших продуктов и радуйте своих и своих друзей. В общем, близких. Это вдвойне приятно. Ссылка, ребят, в описании. По пробакону Дрюня выпросил у ребят 3%. Естественно, небольшая скидочка, но все же она есть. 3%, ребят, на автокласс мини. В общем, заходите, смотрите. У ребят есть много чего интересного. Ну вот именно вот такой маленький автоклапчик вполне достаточно в мою семью. В общем, мне кажется, будет вот так здорово. Все, ребят, хорошего настроения. Никогда не болеем. Пока. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.